Охотники, не выкидывайте внутренности, а готовьте. И она очень вкусная. Самое главное... Пилу прижала. Что-то побоялся, думал, спружинит там. Бахнут 2 яйца. По-таежному. Сделаем все по-таежному. Не так, как... Отпустил тулана. Целый день отдыхал. Все, на сегодня охоту я закончил. Насчет охоты, чтобы с ружьем, сегодня я уже никуда не пойду. Достаточно устал. И кроме этого еще надо на речку сходить. Там завал есть рядом, недалеко от нашей остановки. Надо спилить в первую очередь. Небольшую уборку там на реке сделаю. Ну как спилю, потом весной, чтобы большой водой все унесло. Если не спилить, там так оставить, может с верховья принести там хламу, и затор получится большой. Вот, все, сейчас надо отдохнуть. Просто отдохнуть, чай попить. И отдохнуть. Что еще добавить? В избушке теплый. Ну вот такой таежный быт везде. Всякая разная хлама. Тут вообще запах деготи. Смотрите, опять потекло. Это беда. Это... Я не знаю, что делать. А делать это надо, как посоветовали подписчики. Я в ближайшее время этим займусь. Иначе удачи не видать. Я не смог вылечить эту болезнь. Конденсат идет и идет. Вместе с сажей, с деготью. Ух, такой запах, смотрите. Короче, ем деликатес, так скажем. Это желудки, печень, внутренности от боровой птицы. Уже больше суток держал на печи. И после этого она становится очень мягкой. Прям тает. Без картошки, без ничего. Обалденно вкусно. С чесноком. Также печень. Так что, ребят, охотники, не выкидывайте внутренности, а готовьте. И она очень вкусная. Самое главное, это не то, что вот на плитку поставил кастрюле, часик проварил, прокипятил там, и она жесткая будет, невкусная. А когда сутки напролет, скажем, на печи, желательно в русской печи там на ночь оставлять внутри. И он там очень вкусная, но как протушится, она становится очень мягкой. Вот так.
Короче, продолжаю я есть. И сходим на реку. Речка-то есть. Вот за это я и боровую птицу люблю. Утка это одно. Но на любителя, конечно, на вкус и цвет мы разные. Но боровая птица именно октябрьская вообще ни с чем не сравнить. Вот тот самый бардак, о чем я говорил. В прошлом году и там пилил, и что возможно каждый год пилю. Зигзагом вот так ездим. Что возможно сегодня еще буду пилить. С берега и с лодки, как получится, тоже пилить. Не очень так удобно, так скажем. Так. Неудобно это получается. Лучше мне, наверное... Да, там мелко. С берега я лучше буду пилить. Сейчас объеду. Уже застряли, блин, где-то. Так, это большой водой потом унесет. Сейчас пойду еще вон туда, на середину речки. Там тоже уже не знаю как, вот только лучше. А спой, Зенца. Зенца. Сейчас будем.
шинковать. Прижала, блин. Пилу прижала. Что-то побоялся, думал, спружинит там. И за какие-то мгновения все прижало. Будем спасать топором. Смотри, как будто так и норовит. Имею в виду веревку какую-то. Чуть-чуть воды держит. Блядь. Так. Самое главное, чтобы пила не ушла, блядь. Куда не надо. Так.
зуб держит. И все. Сука. Опа. Блядь, оторвалась уже. Все, она не идет. Уф. Замучил, блин. Ого. Нормально. Аж спотел. Так. С этим справились. Думаю, достаточно. Ой.
Основное спилил. Вода поднимется, это унесет все. Фух, спотел, бля, как в бане. Ох. Ух. Этот уже в лодке. Бездельник мой. А, помогаешь? Лодка помогаешь мне, да? Молодец. Время, ребят, 16 часов 25 минут. Вечер. Решил сегодня на ужин. Не знаю, испортил. Нельзя туда, но спать. Испортилось или нет, там кефир у меня. Хочу попробовать оладьи испечь. Что-то получится, должно получиться. Так, кефир. Дальше у нас пойдет сода. Столько, думаю, хватит. Блины я часто пеку. Бывает там. А вот насчет оладья, фиг знает. Как бы когда кефир добавляешь сразу соду, от кислоты, молочной кислоты, сода гасится. И поэтому в первую очередь я вот так соду добавляю. Не уксусом, можно уксусом гасить эту соду, но сразу с пеной, как получается она. Прям шипит. Это реакция идет, нормальная реакция. Так, дальше яйцо. Тоже нормально, не испортилось. Бахну 2 яйца. По-таежному. Сделаем все по-таежному. Не так, как учат там умные люди в телевизоре, а мы забодяжим так, все на глаз. Вот так. Темная ночь, только пули свистят по степи. О, сколько пены. Хе-хе. У-ху-ху. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тара-тара-тара-там, парам-парам, мука-мука. Прям вам как пенистая стала. Потому что реакция пошла от этого. От соды. Я вот сейчас вот так постучал по тарелке. А так нельзя делать, по идее. Это, знаете, вот, как сказать, я по-своему как бы верю, и дед мне, и бабушка говорили, что вот, когда вот ты что-то готовишь и стучишь по тарелке, когда именно кашу варишь, там кастрюлю тоже вот стучишь как его, остатки из ложки, чтобы выпали. И этим вы отпугиваете духов предков, которых уже живых нету. Как бы они идут к вам на горячую еду, скажем, вот, угощаться или в дом, скажем, или еще.
И когда вот вы так стучите по тарелке или по посуде, этим вы духов просто распугиваете. Ну, я имею в виду уже тех родственников, кто уже в живых нету, но в мысли они как-то все равно как-то они как будто духом приходят. Вот я в это верю. Блин, я в церковь не хожу, не молюсь, ничего. Это показуху-то я это не делаю, а вот именно по-своему вот верю, что вот у меня вот, может рядом тоже сидят, приходят, смотрят. Это вот в это я верю. И чему меня вот дедушка, бабушка и учили вот делать, скажем, вот нельзя, говорят, когда именно вот кашу вот готовишь и стучишь по кастрюле, так нельзя делать. Вот. Мне так сказали, я запомнил это. А уже верить, не верить, это уже каждый сам думает, выбирает. Я имею в виду верить в то, что вот после смерти как бы духи у человека остаются и живыми они, ну как сказать, рядом с живыми людьми. Может это сказка, хрен его знает. Так, по какой густоте надо, фиг знает тоже. Наверное, все. Или еще гуще надо. Вот такая пропорция. С комками, конечно. Потом перебор, если густо будет. Так. Чуть-чуть еще надо. Если перебор густо будет, тоже, как сказать, она жесткая станет. Да, еще вот, скажем, никогда, говорит, вот, когда режешь хлеб, остатки крошки, там море бывает, и пустой рукой тоже не надо собирать. Стараются всегда или тряпкой, или же чем-либо, любым предметом, но не пустой вот этой частью тела. Вот мне тоже вот старые люди, дед с бабушкой говорили так. И как бы после этого тоже я вот эту традицию я стараюсь соблюдать. Но это было уже, все это в прошлом становится, это уже, ну, практически никто в это не верит. Сейчас уже совсем другая жизнь. В сказки никто не верит. И что было там... Было интересно там послушать старых людей, о чем говорили, чем у нас учили. Вот так. Так, попробуем, что-то получится, нет. Какая-нибудь лепешка все равно получится. Соль достаточно. Комочка в минимум осталось. Все, будем пробовать.